11 октября 1944 года на заседании Президиума Верховного Совета СССР Салчак Тока объявила желание Тувинской Народной Республики войти в состав СССР. В этот же день был издан указ о принятии Тувинской Народной Республики в состав страны, что положило начало новому этапу в жизни республики. Усилилось развитие промышленности, науки и образования, что значительно улучшило условия жизни населения. Эта дата стала символом важных преобразований и надежд для народа Тувы. В годы ТНР население Тувинской Народной Республики было чуть свыше 90 тысяч. До года ТНР очень развиты такие были болезни, как трахома, туберкулез, социальные болезни. Более 30% населения болело. И даже ряд ученых зарубежных, таких как Каратурс, говорил, что тувинцы на грани вымирания. С присоединением Тувы к СССР население региона увеличилось в несколько раз. На сегодняшний день превышает 300 тысяч человек. Также удалось значительно снизить уровень ряда социальных заболеваний. Современная Тува демонстрирует положительные результаты сотрудничества с федеральными структурами. Многочисленные нацпроекты и государственная поддержка реализуются на территории республики на благо ее жителей, что способствует улучшению качества жизни и развитию региона в целом. Для Тувы очень важно то, что мы все еще под правительством Российской Федерации получаем огромную поддержку. За последние годы очень развиваются все наши отрасли промышленности, сельского хозяйства. Даже исторически можно взять, что в одно время 11 школ никогда не строились. Это очень большое достижение, потому что национальные проекты, которые реализуются у нас в Туве, они дают толчок не только в определенной отрасли, они идут по всем отраслям. 80 лет для человеческой жизни, возможно, и много. А вот для исторической лепты это небольшой период. Как утверждают ученые в своих научных исследованиях, за эти годы в составе великой страны наша небольшая республика эффективно решала поставленные задачи и продолжает успешно развиваться. Арлана Байдубу, Ян Монгуша, Замат Отчур, телеканал Тува-24.